Белого Июса – одно из самых красивых мест Хакасии. С древних времен кочевники здесь пасли свой скот. Хайджи вдохновлялись на новые сказания. Шаманы обращались к духам и высекали эпитафии, послания к потомкам. Ничто не заменит родной земли. И когда становится совсем трудно, можно прийти к горе предков и вспомнить, кто ты и что должен делать. Абыя-Хая – родовая гора Абдиных. В переводе с хакасского «гора предков». С ее посещения начинается встреча рода. Тысячелетние традиции здесь сочетаются с современным символом памяти. Мраморная плита увековечила имена представителей рода, погибших в Великую Отечественную войну. Погибшие на войне, не вернувшиеся, у них души, говорит, там где-то витают. А когда поставим мы этот памятник, говорит, что ихние души вернутся сюда, на свою родовую гору. И вот решили мы поставить этот памятник. 26 человек без вести пропали, вернулись с фронта. Благодаря им вот мы живем, встречаемся, обнимаемся. Они молодыми же ушли на фронт. Не щадя своей жизни, были бы у них тоже дети, также росли с нами бы, общались. Хумарт-Хетас – памятник установили на горе в 1995 году. И в архиве ГТРК «Хакасия» сохранились кадры той встречи рода. Не только Абдиным, но всему хакасскому народу повезло, что у него была такая легендарная личность, как Николай Степанович Абдин. Фронтовик, педагог, видный общественный деятель. Он не только проделал огромную работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий, но и возродил движение хакасских родов. Николай Степанович первым в 1989 году объединил Абдиных и определил основные традиции встречи рода. 3 суббота июня, он биржаста. Хадагда күн болсаца, мында должны быть Абдинар болага. Он же выбрал место встречи. Родовая гора – это священное место, знать которое должны все члены рода. Особенно нельзя забывать путь на Абыя-Хая детям и молодежи, ведь именно им предстоит хранить память предков. Годы идут, человек взрослеет и все чаще обращается к тому, что слышал когда-то в детстве от старшего поколения. Абдины знали толк в природе. Они жили здесь. Это была родовая гора, для них святое место. Здесь у них была зимняя стоянка. Они зимой здесь жили, все работали. А по весне поднимались и всем, будем говорить, аулом шли на летнюю стоянку. Эта деревня сейчас называется Маршилгаш. Анда улар неме шайгыдыш футажанлар. А по дороге там есть место такое, Пайтыт. Там они останавливались и 3 дня там отдавались утехам. Я задаю вопрос деду своему. Вот. Анани Иванович был такой, Абдин. Я говорю, Анани, ну что, осталось там километр доехать до Маршилгаша, Коля, вот заветы предков прежде всего. Вот здесь надо остановиться, надо здесь провести все обряды, а потом приезжаем, начинаем там трудиться. Встреча состоится при любой погоде. На этот раз повезло. Мягкое тепло и свежий ветер позволяют насладиться степным воздухом и, конечно, общением друг с другом. Последний раз встреча рода проходила до пандемии, поэтому сейчас она особенно долгожданна. Молодежь знакомится со старшим поколением, новые члены семьи с незнакомой родней. Первые упоминания Абдиных относятся к XVIII веку. Основателем считается Палган, чьи потомки расселились как в Уйбатской степи возле реки Ниня, так и в долине Белого Июса. На протяжении веков устьебаканские и ширинские Абдины не теряли семейные связи. Сейчас все изменилось. Современное поколение – это человек мира, обращенный вовне. Поэтому память о корнях особенно важно сохранять в семье, передавать от родителей детям. Когда был я маленький, отец же возил меня постоянно. Он, как говорил, мне только исполнилось 6 месяцев, он начал меня сюда возить. Видимо, чтобы я впитал дух Ширинского района. Атмосфера такая, что дает силы, дает радость, дает какую-то, не знаю, энергию, очень большую энергию дает. Аж охота летать, понимаете? Вот. Серьезно, это вот там где-то я нахожусь, вот, допустим, в Усть-Абаканском районе, куда-то в другие районы езжу как-то. Но сюда я приезжаю, просто отдыхаю.
Как предыдущие поколения поклонялись от Ине, матери огня, так и их потомки просят о мире и благополучии. А затем праздник переходит к современным ритуалам. Среди почетных гостей глава Ширинского района. Среди вас много величайших заслуженных людей, много молодежи, которая впитывает в себя культуру, традиции, обычаи, ставит в пример старшее поколение. Наверное, это правильно, так и должно быть. И я сегодня хочу пожелать вам, чтобы вы сохраняли обычаи, традиции, культуру рода. На каждой встрече рода Абдиных обозначается определенная тема. На этот раз старейшины чествуют орденоносцев-ветеранов труда и невесток рода, благодаря которым Абдиных на земле становится больше. Свыше 70 семей насчитывает род Абдиных. Представители этой фамилии живут далеко за пределами Хакасии. Так, Максим Абдин служит на Дальневосточном флоте, обеспечивает химико-биологическую защиту десантного корабля. На встрече рода первый раз. Узнать, кто родственники, кто на Востоке живешь и не знаешь там своих родственников. Здесь уже давно не был. Климат хороший здесь, не то, что там сырой. Сырость, постоянные дожди. Ну, радует то, что море рядом. Съездить на море, покупаться. Степные люди в море. Но нет, сначала, поначалу тяжело было, а сейчас привыкаешь, все нормально. И какой праздник без вкусного мяса? Пока идет торжественная часть, в котлах готовится угощение. Главное на кухне Валентина Васильевна из аала Малый Кобежиков. Что готовите? Харамин. Что это? Это суп, бульон с мясом. Больше туда ничего не ложим. Много мяса привезли, даже с избытком. Это 2 баранов, 1 козла и еще это дичье мясо. Ой, да, это косуля. Ой, вкусно. Кровные узы самые крепкие. Где бы ни был человек, его всегда зовет Родина. Небольшая и немалая, она одна у человека. И пока в нем есть память предков, жив и сам народ. Я считаю, что на таких встречах мы, присутствующие здесь, все независимо, Абдины мы или гости, мы напитываемся вот этой энергией, энергией наших предков, энергией этой родной земли степной, энергией вот этих воды, рек. Поэтому большое значение в воспитании детей, своих детей, внуков я уделяю этому. Папа отсюда родом. Так случилось, что он Абдин, он хакас, я уже метис. Смешанная кровь. Как бы езжу сюда уже не первый год. Нравится, все встречают. Свой памятник есть. Интересно все равно, чтобы своего рода как бы продолжать, как бы интересно. Приезжаю, общаюсь. Многих узнаю, которых раньше не знал. У меня 4 дочки. Пытаемся сына, никак не получается пока. Чтобы род продолжить. Что-то там смерти, там это беда, там или еще что-то, какие-то вот катаклизмы начали происходить. И поэтому где-то вот года 3 назад мы опять взялись и собрались. И вот да, действительно. И потом как-то пошло опять в гору. Вот эта вот общность, вы знаете, вот она настолько придает силы, вот чисто вот моральной, дает какой-то вот не то, что толчок, может быть, а какую-то вот стойкость. Да, вот это род Абдиных. Знаете, какой вот он такой крепкий, такой стойкий. И знаете, и столько талантливых людей. Государственные и общественные деятели, врачи, педагоги, инженеры, журналисты, представители рода Абдиных многое сделали для развития Хакасии и своего народа. А еще он носитель культуры ширинских качинцев, без которых хакасская культура не была бы столь уникальна и самобытна. Ее сохранение – особая миссия молодого поколения рода Абдиных.